Бұл қолмен бе? Давай. Поехали своей группой, и на самом деле на дереве сидел енот-полоскун. Краш кет. Бол. Қырсия түсінуі? Түсіне береді. Орысша, қырғызша. Лео, привет. Бізде гринго характері мындай. Иттікінен да жақсырақ десем болады да. Спокойный. Өкөз жердеш болған сүйчімді. Біздің açılғанымызға азыр 7 жылға чукулдап қалды. Бізде жануарлардың 30 түрі бар. Жануарлардың жалпы есебі 100-ден ашығырақ. Причем, знаете, она каждый день увеличивается. У нас есть сезонность, как бы, допустим, каждый сезон есть определенная группа животных, которые к нам попадают. Ну, это, соответственно, допустим, птицы, лисы, волки. Вот сейчас, допустим, лето очень много приносят птиц пострадавших. Стрижи падают, потому что температура на улице очень высокая. У очень многих обезвоживание, не всегда воду могут найти. Также бывает от жары птица теряет ориентацию в полете, врезаются в машины, в стекла, в деревья, да, с поломанными крыльями. Осенью у нас очень часто поступают лисы, шакалы, волки. Соответственно, к сожалению, у нас так это идет, что охотники бывают, стреляют родители, малыши остаются, тоже как бы становится жалко, некуда деть. Ну, как бы вот такой момент, да. Зимой своя группа животных поступает. Бізде жармы бұл жерде төрөлгөндөр, жармы болсо элдер алып келип беришет бизге. Мисалы бізде лама бар. Ламанын да өзүнүн ар бир жаныбардын өзүнүн тарыхы бар. Мисалы түлкүнү алсак, түлкү Оштон келген бизге. Аты Фокс. Бизге Оштон келген, бул базарда кичинекей балдар ит сыяктуу жетелеп жүрүшкөн да. Ал жерден биздин шебибизди көрүп, балдарда мороженое эле сатып алган. Мисалы ар бир жаныбар бизде 5 маймыл болсо, ошонун 4-өө бул жерде туулган. Недавно у нас был ужасный случай, на самом деле, с нашим Каем, это наш олень, папа наш. Из посетителей какая-то, по-моему, женщина, да, еще точно мы выясняем, дала оленю целую морковку большого размера. Не ребенок, а женщина. Не ребенок, да, взрослый человек дал целую морковку огромного размера, и олень у нас начал задыхаться, потому что эта морковка встала у него в горле, как пробка закрыла дыхательный этот. Это, ну, просто, не знаю, нам так повезло, что мы его смогли сохранить. Мы работали с ним практически 6 часов, мы закрылись в это время, потому что у него была паника. Он себе повредил все рога, потому что от паники начал бегать. Олень, само животное непростое, с ним манипуляции очень сложные. Как бы, если многие не понимают, это не собачка, кошка. Олень, он очень сильный, очень резвый, да. И плюс у него есть всегда опасность его рога и копыта. Поэтому эта процедура у нас заняла очень много времени, но слава богу, да, что мы справились. Бізде бұл қарышқырдың аты Гринго. Гринго бізге нарындан келген. Кішінекей кезінде бұлардан 2 бөлтірік болчу. Енесін атып салып, 2 бөлтірікті алып келішіп, анан бізге башында сатмақчы болушқан. Басын айтып, көп көчейін бізге сата албай жүрүштү. Анан бұларды 2 бөлтірікті үйді қармап, башында үйді қармашқан. Кейін бұларды қармау өтө қиын болған үшін бирөөсү өлүп қалған. Бирөөсү өлүп калып, бул Грингону бизге мындай эле белек кылып беришти да. Азыр Гринго 5 жаштан өтүп калды. Көрүп тургансыздардай өтө мындай характери жакшы Гринго. Кишиден коркпойт. Келип сыла десең, сылатат мисалы. Бизде Гринго характери мындай иттикинен да жакшыраак десем болот да. Спокойный. Өкөз жердеш болгон сүйчүмдү. Бизде Грингобуз биздин азыр Грингобуз сабиз жейт бизде. Элдер келип сабиз берип, бирок элдерге айтабыз, биз бербеңиздер депчи. Те же кролики вот к нам приносят каждый день этих кроликов. Людям объясняем, не берите, да, потому что, ну, покупая в зоомагазине для детей, ребенку он 2-3 дня, он надоедает, родители мучаются, и они не знают, что с ним делать. Кто-то их вообще просто выкидывает. Очень много случаев в городе, просто привязали к чему-то, кролик сидит. И вот таких животных очень много, черепашки и тому подобное. Как бы стараемся донести, что всегда можно прийти к нам, да, с детками, могут посмотреть, пообщаться с животными, да, но здесь свои условия, да, здесь работают специалисты, которые знают, здесь работает группа ветеринаров, которые постоянно наблюдение идет.
На данный момент, вот, ну, вообще в целом, что у нас здесь животные, которые сидят, это по большей части, которые уже, к сожалению, в природе не выживут. Потому что уже с различными травмами. Поступают животные, если есть возможность реабилитировать и выпустить, мы всегда это делаем. Как бы нам лишнего не нам, потому что нам очень на самом деле тяжело, да, за этим смотреть. У нас интересный случай был, например, вот с енотом, енот-полоскун. Это около 4 лет назад к нам поступил вызов с МЧС. Позвонили, сообщили, что в том микрорайоне на дереве сидит енот. Мы очень удивились, ну, такому, да, как бы переспросили, что как бы у нас еноты не водятся, как нам, ну, может енот сидеть. Нет, говорит, приезжайте, не наши полномочия, занимать животных, снимать. Ну, естественно, мы поехали своей группой, и на самом деле на дереве сидел енот-полоскун. Мы всем микрорайоном, нашими специалистами почти всю ночь ловили его по микрорайону, потому что, ну, енот очень такое шустрое, да, подвижное животное, помимо что он лазит по деревьям, он еще и сам по себе быстрый. Мы поймали, благополучно сняли его, осмотрели, наши ветеринары посадили. Вот он у нас больше 4 лет сидит, до сих пор хозяина никто не объявился. Но я вам просто к тому, что таких случаев на самом деле много. Кто-то берет, просто вот так могут выкинуть. Кому-то это не надо, и таких попадают. Те же обезьянки, это все квартирные, да, большая часть, они родились у нас. Ну, когда они поступают к нам, это, опять же, обычное домашнее животное. Люди так воспринимают. Мы всегда против этого. Мына второй енот. Краш кел. Бол. Кыргызча түшүнөбү? Түшүнө берет. Орусча, кыргызча. Канчада? Краш бизде азыр 3-4 жаш болуп калды го дейм. Краш турбайсыңбы? Бизде бул жерде түлкүбүз бар. Бул түлкүнү аларчадан бизге алып келип беришкен. Түлкүнү башка атып салышкан да. Охотниктер атып, же качып кеткенби, же алып кеткиси келбей чыдап койгонбу, бизге кишилер алып келип беришкен. Бул түлкүнүн башынан биз окталып чыкканбыз. Андан кийин өзү ооруп калды да, контузия болуп. Азыр түлкүнүн тили да жок. Биз кошачий корм, паштет, эт аралаштырып, блендерден өткөрүп шприц менен тамак беребиз. Күнүнө 3 жолу тамак беребиз түлкүгө. Бул кичине бизде өзгөчөрөөк каралат да. Анан ошондуктан бул дагы адамдардан коркпойт. Кичине башка түлкүлөргө салыштырмалуу бул кичине контактныйраак да. Азыр бул ушинтип ушул шприц менен тамак ичип жашап атканына уже 2 жылдан ашып калды да. 2 жыл 3 жыл болуп калды бизде. Год у нас очень тяжелый, он и начался для нас прям ударом и тяжело. В феврале месяце нас толком никто не предупредил, тут начался демонтаж старого парка. Оказывается, как бы уже было извещение давно выдано с мэрии, что парк все под демонтаж попадает, мы даже не знали этот момент. И когда работы пошли, мы остались без света, потому что все коммуникации вырубили. Была зима, для нас это был прям удар, потому что у нас очень много животных, которые в теплых вольерах, с теплыми полами, и в самый холод, получается, как мы остались без ничего. Тут объявились как бы новые хозяева, новый парк. Для нас мы как бы этот момент тоже ждали с волнением, потому что непонятно было нам съезжать, что нам делать, никто внятного сказать не мог. И наша ситуация очень сложная, да, потому что это реабилитационный центр, да, у нас очень много животных, как бы, мы не можем так свернуться, да, просто переехать. Сейчас уже решено, они добро нам полностью дали, говорят, мы за вас, как бы, да, вы остаетесь, все, не просто, как бы, есть свои моменты, что нам надо чуть двигаться. Хоздвор у нас большая хозчасть, да, идет, где у нас проводятся операции, у нас карантинная зона большая, потому что животные, когда к нам поступают, они же не высаживаются сюда. Они идут сперва, ветеринары осматривают, там своя процедура, в карантин попадаются. Сумма у нас колоссальная, да, вот мы просто примерно смотрим, да, мы как бы тоже, не понимаем, что хоть какую-то часть, да, собрать. Мы озвучили в районе 4,5 миллионов. Но я так вот примерно думаю, что это даже, наверное, 70% от настоящей суммы. Потому что объем работы очень колоссальный, очень большой, да, как бы кажется, там покраска, да, обшивка, все утепления вольеров сделать, это прям квадратура огромная, теплые полы, сразу зимние, да, вольеры, их утеплить надо, потому что часть переносится, все коммуникации переделываются, да, как бы внешний вид этот обновляется, сетку, брусчатку, да, под замену, многие моменты попадают. Как бы сумма, просто колоссальная, да, как бы для нас это вообще, мы даже не представляем, как ее вытягивать, как нам быть, да, вот в этой ситуации. Нам, конечно, это сложно. Бизде реабилитациондук борбор болгон үчүн бизде келген жарандардын түшкөн акча
бизде жаныбарлардын тамагынын 30%-ын гана жабат. Бизде эки конструкцияга 4,5 миллион сомду жабышка биз айласыздан сбор жарыяладык. У нас сроки, да, у нас вот еще из такого, это, видите, у нас сроки короткие. Как бы парк, первый этап, они откроют уже к сентябрю месяца. Соответственно, мы к этому моменту должны сделать тоже, уже подготовиться, открыться, да. Поэтому мы в быстром темпе, да, сейчас все силы прилагаем, чтобы, да, нам как-то сами делаем, подключаем, да, знакомых всех, чтобы какие-то ремонтные работы самостоятельно делать.